Эрмитаж – один из крупнейших художественных музеев мира, экспозиция которого расположена в более чем 350 залах. И если многие вещи, находящиеся в Эрмитаже, или похожие экспонаты можно увидеть во многих европейских музеях, то эта коллекция поистине уникальна. И то, что здесь представлено, вы не увидите больше нигде. Послания древних племен найдены в вечной мерзлоте. Земля, которую называют краем озер. Земля, тайны которой хранит вечная мерзлота. Земля, которая вошла в состав России лишь 150 лет назад. Земля теленгитов. Помни, у каждого водоема, целебного источника, горы есть свой хозяин, который предстает в разных образах. У самых больших рек, например, Чулушмана, Башкауса, хозяйка высокого ханского положения, суровая и коварная. О них рассказывал еще мой дед, твой прадедушка. По преданиям, в годы войн хозяйки рек спасали теленгитов. Улаганский перевал – один из самых высоких на Алтае. Местные жители считают это место сакральным. В горах практически ничего не изменилось за последнюю 1000 лет. Сын, поэтому жить надо так, как жили наши предки. Они оставили нам богатое наследство. Языческое понимание природы уходит корнями вглубь веков. И сегодня в наследство теленгитам все чаще достаются не только земные пастбища предков, но и их небесные угодья, места силы с могильными курганами и наскальными посланиями из прошлого. Священное место для тех, кто живет на этой земле. Всемирно известные Пазырыкские курганы. Именно здесь были найдены мумифицированные тела древних вождей, их жен, лошадей, а также разнообразные аксессуары из дерева, кожи, войлока и ткани. А 4-колесная колесница поразила весь научный мир. Сейчас бесценные находки Пазырыка хранятся в Эрмитаже. Вечная мерзлота в курганах сохранила древнейший в мире ворсовый ковер и самый большой, найденный на европейском континенте, ковер из войлока. Это древнее искусство возрождают местные умельцы. Скифские, древнетюркские узоры, сцены охоты использованы в работах многих мастеров.
Конь – священное и значимое животное. Еще древние воины восхваляли его. Наша жизнь, жизнь предков, неразрывно связана с конем. Надо беречь. Эрдинемал. Днем друг мой, а ночью крылья мои. Согласно древней легенде, лошадей чубарой породы боялась нечистая сила. И если воин отправлялся на войну на чубаром коне, то и враг его не мог одолеть, и дорога была удачной. Поэтому ханы всегда почитали таких жеребцов и старались держать их при себе. На земле теленгитов можно увидеть возрождение древней борьбы на неоседланных лошадях этой породы. Знаменитая Челушманская долина. Говорят, что эти земли некогда охраняли женщины-воины. В народе их называют челушманские амазонки. Благодаря археологическим раскопкам было установлено, что ростом они были около 2 метров. Питает эту долину река Челушман. Она несет свои воды в Телецкое озеро. Протяженность ее 231 километр. Челушман изобилует крутыми и сложными порогами и водопадами. В низовьях образуют широкую живописную долину. Здесь воды Челушмана пополняют пороги Башкауса. Башкаус же известен своими порогами, каньонами, чем интересен туристам-водникам. На реке их 216. Здесь же, на склонах гор, можно увидеть одни из известнейших природных достопримечательностей – каменные грибы. Они образовались в результате вымывания неоднородных горных пород. Попасть же в Челушманский каньон можно лишь только преодолев крутой перевал – Катуирык. Горный серпантин поражает своей красотой.
А уникальный микроклимат в этом месте позволяет выращивать различные теплолюбивые виды растений. Удивительно, но здесь успевают вызревать крупные сорта яблок и груш, вишни и другие садовые культуры. А первые сады были здесь заложены еще миссионерами. На территорию будущего Лаганского района православие проникает в 1864 году. Постепенно христианство распространялось вглубь Лаганского плато. Монахи вспахивали землю, сеяли рожь, овес, просы, ячмень, пшеницу, вели торговлю с местными жителями. Проповедники несли Слово Божье. И к концу XIX века количество крещенных в долине Чулушмана достигло свыше 90%. Православные традиции закрепились в сознании теленгитов и сохранились до сегодняшнего времени. Знаменитый на всю долину фруктовый сад, на южном берегу Телецкого озера, на террасах урочища Чири. Рассказывают, что первые яблони здесь были посажены почти на голых камнях, покрытых землей, перевезенной на лодке из устья Чулушмана. Давным-давно на берегах горного озера жил славный охотник. Однажды нашел он в тайге золотой самородок с конскую голову. Обрадовался, что будет самым богатым человеком. Но наступил голод. Много домов обошел охотник, но за самородок никто не дал и горстки ячменя. В отчаянии бросил он самородок в озеро и сказал: «Духи гор, приношу это золото в жертву вам. Прошу вашего благословения моему народу, чтоб не золотом он был богат, а теми дарами, что приносит земля, леса и воды благословенного Алтая». С тех пор эта гора стала называться Алтын-Ту, Золотая гора, а озеро Алтын-Гөл, Золотое озеро. Отвесные скалы. Они словно охраняют эту девственную природу. Красные великаны в прошлом были непреодолимым препятствием на пути к долине озер. Тропа велась по обрывистым косогорам, по гребню отрогов белоснежного Айгулагского хребта. Красные скалы – это застывшая лава. Они поражают своей красотой. Красные ворота – это ворота в иной, полный загадок мир. И сегодня этот мир открыт для всех.
Улаганский район расположен в высокогорной зоне на востоке Горного Алтая. Высоты хребтов колеблются от 2500 до 3500 метров над уровнем моря. Район мало населен. Общая численность населения порядка 13 тысяч человек. В Улаганском районе расположено 7 сельских поселений с административным центром в Улагане. Район активно развивается. Новые школы, больницы, административные здания, весомая поддержка сельского хозяйства. За последние годы количество крупнорогатого мелкого скота и лошадей увеличилось в несколько раз. Здесь разные источники электроэнергии. В труднодоступных местах используют солнечные батареи, ветровые станции, работает малогидроэлектростанция. Активно развивается туризм. Конные и пешие прогулки, туры на высокопроходимых авто, рыбалка, альпинизм и водный туризм привлекают все больше гостей. Но важнее всего то, что теленгиты спустя тысячи лет сохранили свой уклад и культуру, традиции и язык. Земля – это самое ценное, ее надо любить и почитать, как делали еще наши предки, древние тюрки. Время оставило нашему народу много имен, но само слово «теле» обозначает круг, бесконечность. Помни, мы теленгиты, хранители этой земли.